К другим темам. Не один десяток лет масс-рестлинг пробивал дорогу в общероссийские виды спорта. И вот, наконец, он добился этого статуса. Подробности у Натальи Сазоновой. Делегация Республики Саха-Якутия во главе с директором Республиканского центра спорта имени Манчара Иннокентием Григорьевым прибыла в Министерство спорта Российской Федерации задолго до начала заседания комиссии Минспорта России по государственной аккредитации Российской Федерации общественных организаций для наделения их статусом общероссийских спортивных федераций. Аккредитационная комиссия под председательством заместителя министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова, высоко оценив доклад и видеодемонстрацию национального вида спорта Республики Саха-Якутия масс-рестлинг, вынесла свой вердикт. Уважаемые коллеги, Юрьевич, хочу сказать, отметить, что Республика Саха-Якутия и конкретно Федерация Всероссийской по масс-рестлингу проведена большая работа по развитию, популяризации национального вида спорта масс-рестлинг. Хочу сказать, представленные вами документы полностью соответствуют требованиям федерального закона о спорте, касающихся развития национальных видов спорта, в том числе и аккредитации организаций по национальным видам спорта. И комиссия единодушно пришла к выводу о возможности аккредитации всероссийской организации по масс-рестлингу на 4 года. При этом хочу, с чем вас поздравляю всю республику. Итак, цель достигнута. Впереди большая спортивная работа, но уже в другом статусе. Все было нацелено на эту победу. Мы понимали, что это сегодня очень ответственный день. Ответственный день перед не только нашей республикой, перед всеми нашими предками, которые придумали эти национальные виды спорта, перетягивание палки, мастарды, как мы говорим. Сегодня вот исторический день, я думаю, мы все очень долго ждали этого момента, когда наш якутский национальный вид спорта станет общероссийским видом спорта, доступным для всей России, и при этом он еще получит признание за рубежом. Наталья Сазонова, Евгений Петров, НВК «Саха», Москва.